buluşup, minderin tigizlep, nigizim, şol izge nigizne, sen şagir үлгәч килезләп. Рассветный, странный час, и души, отрешенные печально, как слезы тихие, переполняют нас. И мама произносит завещание: где б ты ни странствовал, дом предков навещай. Родной очаг, поля родные и могилы не забывай, не продавай, не разрушай. До 19 лет я жил в деревне. Пахал, сеял, косил сено, убирал картошку. У меня на мизинце осталась пометина от серпа. Отметина как первая строчка стиха. Вся моя биография связана с заказанием. Поэту нужно понять и прочувствовать свою землю, ее дыхание, узнать людей. Если рвется эта связь, он начинает метаться, у него исчезает жизненная опора. Но писателю нельзя и запираться в своей деревне. Ему необходимо ежедневное общение, участие в спорах, проникновение в культуру и традиции других народов. Сбылись желания наяву, я Ленину за то вовеки благодарен, что я татарином по-ленински живу, что всей судьбой я, как всегда, татарин. Я помню последний день 1939 года. Буранный день в татарской слободе. Стою у ворот и встречаю гостей. Первым был Адель Кутуй, затем Муса, Туфан. Много писателей было на моей свадьбе, на той нашей последней встрече. Довоенная свадьба, просторный стол, медовый чак-чак и рядышком соль. Хасан Туфан поднимает тост. Две жизни, один самый нужный мост. Горько, горько, а впереди испытаний сколько. Сладкой покажется черствая корка. Горько, шампанского взрыв. Встает Муса, влюбленным чистые небеса. Горько, горько. Если бы я сказал, что поэт начинает творить, заранее все зная, все взвесив, это было бы неправдой. Он человек чувств. Если мысль, судьба народа, судьба страны — это твоя судьба, становится убеждением поэта, тогда он приобретает жизненную опору. В этом надо равняться на Тукая, Токташа, Туфана. Вот тогда поэт сможет сказать свое слово. Давно мне дорога мечта одна — пожить с полвека без войны кровавой. Зачем меня преследует война? Или на покой я не имею права? Нет, то земля, тревогою дыша, мне навевает сновиденья эти, чтоб не была спокойная душа, когда покоя нет еще на свете.